Азербайджан стоит похвалить в любом случае. То есть любой человек, который следит за ситуацией на Южном Кавказе, однозначно считает, если не лукавит, это если не пророссийские, так эксперты, что уникальная динамика происходит между Арменией и Азербайджаном. То есть драматичная, не идеальная, конечно, сложная, могло быть лучше, но то, что происходит, и то очень хорошо. Можно оцениться, есть ресурсы, чтобы еще улучшать ситуацию, и улучшать ситуацию как не только в регионе Южного Кавказа, но и вообще в ближнем регионе, там, в контексте и Ирана, и Турции, и это очень важный момент. И Грузии тоже, однозначно. То есть динамика армяно-азербайджанского примирения, это очень в глаза бросается. И на то, что генсек НАТО это замечает, это неспроста. И то, что это не то, что замечает, но и отмечает. И, скажем так, считает нужным отметить во время вопроса про Грузию. Так что думаю, что у НАТО есть свои взгляды, виды на Южный Кавказ. На Южный Кавказ у НАТО есть какое-то уже присутствие через Грузию на Южном Кавказе, хотя на Южном Кавказе присутствует такое мощное государство, очень влиятельное государство в НАТО, это Турция, и союзник Турции по вопросам безопасности и вооружению Азербайджан. На этом фоне, конечно, у НАТО есть довольно большая амбиция присутствия на Южном Кавказе. И не хочет в этой ткани терять рисунок Грузии, потому что Грузия получил статус аспиранта. Это, конечно, немного чего, но хоть что-то есть. Хоть что-то есть. Уже какие-то шаги проделаны по отношению к Грузии уже. И не хотели бы это терять. Поэтому и осторожная, скажем так, оценка Грузии. И не хотят терять Грузию, но и имеют в виду Азербайджан и Армению. Потому что как раз недавно президент Азербайджана Алиев отметил, что Азербайджан, несмотря на то, что не стремится в НАТО, но в Азербайджан приезжал какой-то высокопоставленный чиновник НАТО на днях, где-то 2 недели тому назад максимум. И отметил хорошее отношение к НАТО. Это почти что впервые, что Алиев озвучил положительный контекст НАТО. Алиев никогда не ругал НАТО, но и не хвалил. Как-то старался дистанцироваться. На этом фоне в тени России, можно сказать, и Азербайджан заявил свою, скажем, симпатию к НАТО. И это, думаю, что у НАТО есть далеко идущие, скажем так, планы. И во всем этом, в этой картине мешает неопределенная политика Грузии. Армения и Азербайджан, хотя они пока не имеют такое статусное положение, как в Грузии, они двигаются, в отличие от Грузии. Грузия стоит, а Азербайджан и Армения двигаются. Поэтому я думаю, что Рюте посчитал нужным отметить вот это движение и сообщить довольно корректно Грузии, что от Грузии ждут большего. НАТО и так обосновано на Южном Кавказе. То есть Турция это более чем достаточно, чтобы чувствовать себя, скажем так, чувствовать, что ты присутствуешь в регионе. Это Турция серьезный игрок. Для НАТО нет проблемы еще больше присутствия неформально. Для НАТО важно уже формализировать свое присутствие. И вот как-то делать больше институциональные движения, чтобы Грузия проделала, или Армения, или Азербайджан. У Азербайджана больше шансов, потому что вот Турция лоббист у Азербайджана и лоббист. НАТО не говорит, что собирается интересоваться Кавказом. НАТО говорит, что они уже занимаются Кавказом. И это сообщение для России, что НАТО не собирается просто так уйти из Кавказа. И да, заявление Алиева тоже в этом направлении довольно достаточно, скажем так, многозначащее, что Алиев тоже подтверждает это. Мне кажется, что НАТО собирается делать более смелые шаги в будущем, чтобы не дать возможность другим странам, России, в первую очередь, конечно, то есть Иран, наверное, скорее всего, и учитывается у Ирана свои какие-то милитаристические, скажем так, и взгляды, там, да, ядерное оружие и так далее, так далее. На этом фоне НАТО собирается надолго, серьезно пустить корни. И это даже сообщение Грузии, мне кажется. Это поощрение Армении и Азербайджана, что молодцы ребята продолжите в таком духе, однозначно. Но и сообщение Грузии, что Грузия, не питайся какими-то иллюзиями, не питайся какими-то попытками со стороны России увлечь себе какие-то непонятные игры. В этих играх имеется в виду как нейтралитет. Недавно была создана партия нейтралитет для Грузии. Явно заигрывание с понятием референдума, потому что, как мы знаем, через референдум был определен вступление Грузии в НАТО, а потом на основании решения референдума была
Конституционно 78 параграфе Конституции, что Грузия стремится в НАТО, в том числе и в Европейский Союз.